Добрый вечер, уважаемые телезрители. Это Якутия-24. Мы продолжаем вещание в прямом эфире. С вами Влад Давыдов и программа «Итоги дня». Смотрите сегодня. Между двух огней. Дольщики дома по улице Короленко в Якутске не имеют прав на свои квартиры. Проблема из-за противостояния застройщика и городских властей. Кто виноват и что делать? Лучше поздно, чем никогда. В одном из домов по Ярославского в Якутске все еще не подали тепло. В чем проблема? Дары природы. Сельхозпроизводители Ленска продолжают уборку урожая. Какие есть проблемы и успеют ли все завершить до наступления холодов? Заплати, что должен, и спи спокойно. Судебные приставы выявляют работодателей неплательщиков заработных плат. Как это происходит? Приятное с полезным. В Нерюнгри прошел детский туристический слет. Что интересного организовали в этом году для детей и родителей? В 14 субъектах России, включая Якутию, налог на имущество физических лиц за 2017 год впервые будет начислен, исходя из кадастровой стоимости. Ранее, напомним, налог начислялся за инвентаризационной стоимости. В помощь налогоплательщикам на сайте размещена промо-страница под названием «Налоговое уведомление 2018», которая наглядно отображает расчет налогов. Кроме того, одним из новшеств налогового уведомления стало отражение в нем подлежащей к уплате суммы налога на доходы физлиц в том случае, если ранее работодатель не удержал у своего работника сумму налога. В данное время проходит введение необлагаемых налогом вычетов из кадастровой стоимости. При расчете налога не облагается налогом по квартире 20 квадратных метров, по жилому дому 50 квадратных метров, по комнате 10 квадратных метров. И это делается автоматически, участие плательщиков или какие-то заявления для этого не требуются. Еще у нас есть изменения по земельному налогу. Впервые тоже у нас применяется такое понятие, как вычет по земельному налогу для физических лиц. Не облагается налогом 600 квадратных метров земельного участка. Да, и то, что касается вычета по земельному налогу, это касается только льготной категории граждан. В Якутске объявлены прощенные дни для арендаторов земельных участков. Акция стартовала с 15 сентября и завершится 15 декабря. Прощенные дни действуют по списанию пений за несвоевременное внесение арендной платы за земельные участки и находящиеся в государственной либо в муниципальной собственности в случае полного погашения задолженности по основному долгу за период по 31 декабря текущего года включительно. Акция проводится как для физических, так и для юридических лиц. Для того, чтобы узнать задолженность, необходимо подойти по адресу город Якутск, улица Октябрьская, 20/1, этаж 3, кабинет 300. По стране стартовал всероссийский рейд по розыску должников. В частности, судебные приставы выявляют работодателей, неплательщиков заработных плат. Репортаж Дмитрия Тымырова. Первый пункт – дом по адресу Хабарова, 17/1. Подъехали по адресу должника ООО «Ландшафтный центр Якутии», где установили, что должник тут не появляется. Опросили соседей. Таких случаев очень много. Почти 50% тут у нас юридические лица зарегистрированы в квартирах и не проживают или продали. В таком случае, если найти должника становится невозможным, его объявляют в розыск по заявлению взыскателя. Сейчас в городском отделе находится 126 исполнительных производств по взысканию заработной платы на общую сумму 69 миллионов рублей. В городском отделе с начала года было 708 исполнительных производств по взысканию заработной платы. Сейчас оно исполнено на сумму 30 миллионов рублей.
то есть фактическое исполнение они уже оплатили. В отношении нерадивых работодателей судприставами применяются не только меры по аресту имущества и замораживанию счетов, но и более строгие меры. По истечении 5-дневного срока с момента уведомления должника о возбуждении исполнительного производства, если должник в добровольном порядке не исполняет требования исполнительного документа, мы выносим постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга. А также выносим постановление о запрете регистрационных действий по изменению записи в ЕГРЮЛ. И это постановление направляем для исполнения в налоговую инспекцию. Только за сегодняшнее мероприятие приставы взыскали от юридических лиц около 600 тысяч рублей. Как отметили в Республиканском отделении управления Федеральной службы судприставов, такие мероприятия в год проводятся по несколько раз. Судприставы напоминают, что 20 сентября этого года будет работать горячая линия с 14 до 16 часов, где граждане и представители организации могут задать свои вопросы по теме обжалования постановлений, действий и бездействия должностных лиц по телефону 22 65 48. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. Дольщики по улице Короленко, 25 в Якутске не имеют прав на свои квартиры из-за противостояния застройщика и городских властей. Напомним, уже второй год из-за ряда нарушений при возведении объект в центре столицы не могут сдать в эксплуатацию, а люди, которые вложились в это строительство, получить свои документы на собственность. Как идут переговоры всех сторон конфликта, в чем главная проблема и как ищут решение? Репортаж с Аргаланы Захаровой. Назначьте тогда встречу там застройщику на какое-то время и обсудите это все. А то по 2 месяца письма друг другу пишете и ждете ответа. Дом есть, квартир нет. Абсурдная ситуация возникла у дольщиков дома номер 25 по улице Короленко. Жизнь в новостройке кипит уже давно, но официально документов на собственность участники строительства еще не получили. Дом не могут сдать в эксплуатацию. Виной всему лишний 17-й этаж и незаконно занятая строителем земля. Теперь мэрия и застройщик выясняют отношения и ищут компромисс в суде. А между ними оказались обычные люди. Многие находятся в безвыходной ситуации. Это аренда квартир, это ипотечные платежи, и совмещать вот эти две статьи, скажем, расходов семейного бюджета не всем под силу. Стороны спроектировали мировое соглашение, по которому планируют найти выход из ситуации. Обе стороны пришли к согласию, что будут заключать мировое соглашение. Позиция окружной администрации города Якутска, чтобы застройщик 17 этаж привел в соответствие к техническому пространству, в соответствии с сводом правил многоквартирные жилые дома. Однако 17-й этаж – самая малая часть всей проблемы. Камень преткновения – просроченное разрешение на строительство. Без него объект не сдать в эксплуатацию. Документ потерял актуальность еще в апреле прошлого года. А получение нового разрешения может затянуться из-за переоформления бумаг, а главное – сдача документации по новым нормам закона о долевом строительстве. После 1 июля 2018 года они, значит, должны привлекать деньги на специальных счетах, либо на счета эскроу. В общем, там очень жесткие требования к застройщикам предъявляются, и поэтому они боятся. Продлить нельзя, выдать заново. В тупике оказались все. Где поставить запятую в этой фразе? Минстрой Якутии предложил застройщику выступить со встречным иском в арбитражном суде. Требование продлить разрешение на строительство в рамках мирового соглашения с исключением проблемного участка из проекта. Решит ли соглашение все проблемы и получат ли дольщики долгожданные квартиры? Арбитражный суд намечен на 20 сентября. Сарглана Захарова, Григорий Охлопков, Якутск. Отопительный сезон в Якутске стартовал 4 сентября, однако на сегодняшний день тепло подали не во все дома. Один из таких объектов находится по улице Ярославского, 30/1. В чем проблема, разбиралась Кристина Якупова. Батареи в этом доме все еще холодные. Несмотря на солнечную погоду за окном, люди в квартирах мерзнут. Хотя 15 сентября отопление должно быть подано во все дома города. Электрические обогреватели, пледы и теплые напитки. Так спасаются от холода жители дома Ярославского, 30/1. В этом доме до сих пор ведутся работы по капитальному ремонту. Судя по объявлению в доме, ремонт должны были начать еще в июле. Но, к сожалению, к своим обязанностям подрядчик приступил только в августе. Подрядчик везде работает, есть отставание. Мы контролируем и на днях, надеюсь, запустим тепло в этих домах. Причин много. Во-первых, доступ к квартирам был не обеспечен. Во-вторых, бригады
чаще менялись, некомпетентные бригады были, монтажники. Вот сейчас вот наверстываем. На территории городского округа расположено 3032 многоквартирных жилых дома. Из них более 200 тысяч с центральным отоплением. Ну а пока без тепла остаются 7 домов, где сейчас идет ремонт по линии фонда капитального ремонта. По другим жилым домам на сегодняшний день проблем по запуску нету, они все запущены. Есть, конечно, проблема по поводу развоздушивания отдельных стояков. В этой связи на сегодняшний день до сих пор работы ведутся. Работы еще много. Как минимум перед тем, как запустить отопление, нужно провести испытания на прочность труб. А для этого потребуется немало времени. Между тем, уже на следующей неделе синоптики обещают похолодание. Кристина Якупова, Владимир Павлов, Якутск. В селе Терют Аймеконского района ввели в работу новую автоматизированную модульную котельную. Сюжет Артура Старостина. Физически и морально устаревшая котельная 1976 года постройки прошлую зиму свое отработала. Теперь по инвестпрограмме АО «Теплоэнергосервиса» в сельском поселении введена новая полностью автоматизированная котельная. По сравнению со старой котельной, конечно, лучше. Население тепло побольше даем. А то старая котельная вся уже на ладан дышала, как говорится. Котельная полностью исключает ручной труд персонала. Подача угля, расшлаковка ведется автоматически. 2 механизированных котла по 2,5 мегаватта без проблем обеспечит теплом все село. Котельная уже запущена, уже в работу, уже подала тепло на население. Проложены тепловые сети в предизоляции, в современной, пенополиуретановой, в оцинковке, красивые сети. Подключаем жилой фонд, полностью желающие перейти на центральное отопление, чтобы люди уже больше перестали топить дровами, а пользовались благами цивилизации. Сегодня в селе Терють настоящий праздник. Вводится новая котельная. Этого дня жители села ждали несколько лет. Протяженность тепловых сетей более 2 километров. Хозяева дальних домов, желающие подключиться к теплу, заранее запаслись трубами. Акулина Арьяновна проживает на окраине села. Как она сама рассказывает, заранее не рассчитала расстояние. В итоге часть труб приобрела от старых тепловых сетей, но все же подключилась к центральному отоплению. С этого момента надеемся, что по ночам не будем топить печку. А то каждую зиму очень много дров скупали. Очень рады, что наконец-то подключились к теплу. Мы очень благодарны тем, кто нам помог при установке центрального отопления в нашем доме и кто нам дал тепло. Модульная котельная и установленные котлы в наших северных условиях надежные и проверенные. Такая котельная уже несколько лет служит в селе Тамтор. В планах строительства в 2019 году модульной котельной в селе Аймекон. Мечта сельчан сбылась, теплом обеспечены. А теперь тюрютцы с нетерпением ждут окончания строительства автомобильной дороги. Артур Старостин, Светлана Поцелуева, Аймеконский район. Алроса завершила строительство дороги к Верхнемунскому месторождению. Сейчас Удачнинский горно-обогатительный комбинат начал пробную эксплуатацию. По дорожному полотну прошли первые 12 автопоездов грузоподъемностью до 95 тонн. Напомним, что дорогу от города Удачного до Верхнемунского месторождения протяженностью более 150 километров построили для перевозки сотрудников, транспортировки руды, грузов, а также для проезда технологического и хозяйственного транспорта. Строительство заняло около 2 лет и велось на средства государственной субсидии в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Компания «Якутопторг» в этом году запланировала перевозку более 1200 тонн социально значимых продовольственных товаров, в том числе около 1000 тонн муки. План первого тура навигации выполнен полностью, все продукты доставлены в пункты назначения. В ходе второго тура дополнительно закуплены во Владивостоке почти 23,5 тонны овощей и фруктов. Это для доставки в Колымскую группу районов. Северным морским путем доставляют необходимые грузы для Нижнеколымского, Среднеколымского и Верхнеколымского районов республики и Билибинского района Чукотского автономного округа. Ожидается сейчас приход у нас теплоход «Капитан Орлов», грузится в Якутский.
И ожидаем мы таким же образом Магдебург. В этом году был заключен договор с Туймада Агроснаб на обработку этого теплохода. Потом есть у нас информация, что в Архангельске тоже грузится теплоход с промышленными грузами для нужд Чукотки, то бишь для Билибинского района. Ну и заканчиваем погрузку угля на Чаумскую ТЭЦ на Пивек. Авиакомпания «Якутия» обновит парк самолетов после реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск. Об этом Интерфаксу заявил руководитель Якутии Айсен Николаев. Цитата: «На период реконструкции только Boeing 737-700 сможет летать от Якутска до Москвы без пересадок. При этом после ремонта острая надобность в этих самолетах исчезнет, потому что экономически они не очень выгодны из-за своей малой пассажирской вместимости», пояснил Айсен Николаев. По его словам, авиакомпания вынуждена на 2 года взять в лизинг самолеты такого типа, чтобы обеспечить полеты на период реконструкции взлетно-посадочной полосы, а потом вернет их обратно. Также он отметил, что финансовая устойчивость авиакомпании выросла, проблемы с финансовыми трудностями решены. Сейчас короткая пауза, буквально 1 минута. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Дары природы. Сельхозпроизводители Ленска продолжают уборку урожая. Какие есть проблемы и успеют ли все завершить до наступления холодов? 32 соглашения на 170 миллиардов в Якутии подвели итоги 4-го Восточного экономического форума во Владивостоке. На практике понятнее. Первоклассников Якутска учат правилам дорожного движения в тренировочном мини-городке. Как с этим справляются дети? И приятное с полезным. В Нерюнгри прошел детский турслет. Что интересного организовали в этом году? Якутия-24 вещает в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». Я Влад Давыдов. Мы продолжаем выпуск. По итогам 4-го Восточного экономического форума делегацией Якутии подписано 32 соглашения с максимально эффективной суммой до 107 миллиардов рублей. Из них 13 соглашений на уровне руководителя региона, 8 на уровне исполняющего обязанности председателя правительства и 11 на уровне муниципальных образований, организаций и ведомств. Среди них и соглашение о намерении строительства моста через Лену. По словам ИО премьер-министра Владимира Солодова, не только сам форум вышел на новый качественный уровень, но и наш регион по уровню презентованных проектов. Мы позиционируем мост в рамках транспортного коридора Колыма-Иркутск как ключевого сегмента. Вот, по мосту мы, соответственно, обсуждали в связи с этим его включение в комплексный план развития магистральной инфраструктуры Российской Федерации. И было заключено соглашение о предварительной проработке финансирования моста совместно с группой ВИС и компанией по строительству железных дорог Китая. Вот такое соглашение было заключено. Я уверен, что мы продолжим активную проработку с нашими партнерами вариантов. Но при этом хочу подчеркнуть, что это предварительное соглашение, оно пока не принято решение о том, что именно данный консорциум будет подрядчиком, хотя не скрою, что пока он наибольшую активность проявляет, вот, и такой наиболее динамично движется вперед. Флаг международных спортивных игр «Дети Азии» прибыл из Якутии на Сахалин. Почетную миссию нести символ игр удостоены чемпионы прошлых лет, а теперь уже чемпионы Европы и мира – Леонид Спиридонов, Михаил Гюнтер, Гаврил Цыпандин и Светлана Тарнайкина. Прибывшие гости проведут мастер-классы для сахалинских спортсменов. На ответственное хранение принял. После церемонии прибытия флага в Сахалине в Ледовом дворце состоялась торжественная презентация кандидатов в сборную команду, которую представит островной регион на первых зимних международных спортивных играх «Дети Азии».
В городе Торнио в Финляндии прошел фестиваль северного рыболовства «Липпо-2018». Туда съехались более 200 коренных рыбаков со всего мира. Участвовала и делегация из Якутии. Наши там продемонстрировали традиционные способы ловли рыбы в реке. Также состоялся круглый стол. Обсудили будущее мелкого и традиционного рыболовства на севере. В числе наших делегатов выступили преподаватели районных школ, которые с удовольствием поделились впечатлениями от съезда рыбаков коренных народов мира. Когда открытие было фестиваля до обеда, после обеда уже все делегаты выступали с презентациями. Вон там мы показывали именно на фото, на видео, все, что мы делаем. А второй день это уже как бы практика была. И они в Финляндии уже показывали, как они сами рыбачат. Сельхозпроизводители Ленска продолжают уборку урожая. На сегодня выполнили 72% от работ. Какие есть проблемы и успеют ли все завершить до холодов? Сюжет Светланы Болеевой. В этом году, по словам главного агронома по Ленскому району Светланы Тарасовой, очень хороший урожай и картофеля, и овощей, чему способствовало теплое лето. Благодаря теплым денькам сентября и уборочные работы проходят легче и быстрее, чем обычно. Частные предприятия и крестьянские хозяйства уже собрали 5500 тонн картофеля и 2000 тонн овощей. У нас убрано картофеля 72%. 72,5%. Но остались более крупные хозяйства, у которых, возможно, немножко напряженка с людьми, и площади побольше. И где-то техника немножко ломается, тоже такое есть. Поэтому, я думаю, что до 20 числа мы картофель уберем и сразу начнем убирать капусту. Всего с 1000 гектар планируется получить 8000 тонн картофеля и 3,5 тонны овощей. Крестьянское хозяйство «Ленские зори» одними из первых начали уборку урожая. Сегодня работы на полях заканчиваются. По словам директора предприятия, урожай в этом году лучше, чем в прошлом. Мы должны где-то в пределах 200 тонн картофеля взять, да? И капусты там тоже так же, где-то 180-200 тонн. Ну и огурцы я все лето сдаю, там где-то у нас в пределах около 5 тонн получается за лето. Весь собранный урожай Ирина Владовна ежегодно реализует без проблем. За годы работы налажены схемы сбыта. Картофель и овощи поставляются в детские сады и магазины города. В розницу приобретают жители района. Заключены и контракты на поставку в другие районы республики. Но большинство сельхозпроизводителей все-таки испытывают трудности со сбытом продукции. У нас в этом году урожай хороший, поэтому со сбытом не очень хорошо. Все просят помощи. Мы написали в министерство, в правительство, чтобы нам судно прислали, чтобы забрать у нас хотя бы 700 тонн картофеля. Но пока этот вопрос еще решается, он не решен. Продолжаются в районе и сенокосные работы. Заготовлено уже более 5000 тонн сена. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Щетки, чистящие средства, молотки и болгарки – все это необходимо, чтобы очистить от вандальных надписей ленские столбы. Дело в том, что после летнего турсезона главное природное достояние региона традиционно покрывается надписями далеких от исторической значимости. Акцию «Чистые скалы» инициировала в прошлом году Федерация альпинизма и скалолазания Якутии при грантовой поддержке Миннауки России. Уже в 5-й раз бригада волонтеров, члены Федерации, учащиеся 2-й школы и сотрудники Сахаэнерго выезжают на чистку ленских столбов. За прошлый сезон очистили более 200 квадратных метров скал. В этом году добровольцы начали очистку особо загрязненной территории вдоль берега Лены. В Якутске начались практические занятия с первоклассниками столичных школ по правилам дорожного движения. Как проходит это обучение, чему научились дети? Сюжет Александра Зубехина. В этом месте есть дорожные знаки, разметка и множество поворотов. Здесь детей на практике обучают правильному поведению на дороге и моделируют для них различные дорожные ситуации. Все, поехали.
Учиться интересно и весело, когда уроки проходят в форме игры. Сегодня школьники за один день поиграли и в водителя, и в пешехода. А правила дорожного движения им объяснял инспектор ГИБДД. Дети уже на наглядном примере уже будут учить правила дорожного движения не просто так уже в классе, да, а уже находясь практически на проезжей части, так сказать. Да. Это уже, можно так сказать, маленький мини-городок, где они себя должны от точки А до точки Б довести. Безопасность на дорогах – это ответственность старших, но даже внимательно наблюдая за детьми, можно не успеть среагировать, и дети могут оказаться на дороге. Поэтому педагоги считают, чтобы дети знали правила дорожного движения, такую работу с ребятами нужно проводить систематически, каждый год. Аварии, конечно, были, да. Тут как могла детей держала, и на встречную выезжали. Но пешеходы практически все правильно переходили, потому что многие дети уже сейчас в первом классе, я знаю, сами добираются домой, живут через дорогу. И мы проговариваем, как надо переходить дорогу, и они это знают. Пользу от сегодняшней учебы малыши уже оценили. От дорожного движения состоит наша жизнь. Как? Без дорожного движения нас бы вообще задавили. Посмотреть по сторонам, а потом до середины дойти и еще раз посмотреть до сторонам. И можно дальше идти, чтобы вас не задавили. Я научилась пропускать пешеходов. Нужно, чтобы не попасть в аварию. Внеклассные уроки продлятся в течение недели. С правилами дорожного движения ознакомят около 7 тысяч школьников. Возможно, благодаря этому сократится общее количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Александр Зубехин, Григорий Охлопков, Якутск. В Нерюнгри прошел детский туристический слет. Что было интересного в этом году? Сюжет Игоря Акимова. В этом году организаторами детского туристического слета было решено выбрать наиболее просторную и интересную локацию. Необходимо было определить место, где можно организовать как конкурсы, игры и соревнования, так и накрыть большой общий стол с горячим чаем и угощениями. Парк техники в районе больничного комплекса стал как раз той территорией, где удалось все успешно организовать. Здесь нет соревновательного момента, просто проходят препятствия, и в конце мы устроим большой поиск сокровищ, когда дети смогут искать шоколадки, и сколько ты найдешь, столько твое. Приобщить детей к природе, показать, что такое туризм, показать, какие препятствия бывают. То есть вот у нас параллельная переправа, луч, там различная, чтобы они могли потрогать своими руками, понять, как это, что такое путешествие и чего это стоит. Нерюнгринская городская администрация совместно с отделением ДСААФ России постарались создать в технопарке максимально разнообразную программу мероприятия. Увлекательные и в то же время довольно непростые конкурсы пришлись по духу как детям, так и их родителям. Осенняя погода не подвела, и ребят, которые смогли посетить парк техники в этот день, наполнили самые положительные эмоции. Понравилось больше всего тротики, где в шарик нужно кидать тротики. Еще мне понравились веревки, по которым я пролазила, где нужно меньше задеть веревки. Ну и круг вот этот, где кидать надо. По словам организаторов, детский туристический слет в Нерюнгри за 2 года стал одним из тех мероприятий, которые вызывают большой интерес не только у подрастающего поколения, но и у родителей. Активный и увлекательный отдых на природе, а также новые знакомства – это прекрасная возможность с пользой провести свободное время, познать что-то новое и максимально раскрыть свой потенциал. Игорь Акимов, Сергей Козюра, Нерюнгри. Таковы итоги дня. Смотрите наш телеканал Якутия 24. Будьте всегда в курсе. До свидания. До скорого.